Здравствуйте, меня зовут Сымыта Эвелина, я ученица 8 класса Кипендейской школы. Мой доклад Сымытов Иннокентий Алексеевич, защитник Родины. Он родился в 1911 году, уроженец Хаданского наслега Сунтарского района Якутской ССР. Он работал в колхозе имени Льва Толстого Хаданского наслега, потом стал рабочим Кипендейского сельзавода. Здесь данные о красноармейце Сымытова Иннокентия Алексеевича. Мы нашли это из сайта «Память народа». И он был призван Сунтарским районным военным комитетом. Здесь указаны место службы Сымытова Иннокентия Алексеевича, 369-й стрелковой дивизии. Здесь боевой путь красноармейца Сымытова Иннокентия Алексеевича в составе 369-й стрелковой дивизии. Это архивный документ. Здесь вы можете видеть всех солдатов, которые участвовали в 369-й стрелковой дивизии, и он был под номером 135. Он был убит при наступлении в 1942 года 14 апреля у деревни Дешевка, Жевский район, Калининская область. Место захоронения он был оставлен на поле боя. 1944 года всех солдатов, которые погибли при наступлении, взяли и захоронили в Тверской области село Зажогино, Молотовский сельсовет, Кировский район в 1944 года. Семья Сымытова Иннокентия Алексеевича. Жена Сымытова Варвара Петровна. Она родилась в 1915 году. И у него есть дочь Алексея Евдокия Иннокентьевна. Она родилась в 1940 году. Мы это все нашли в архивном документе по хозяйственной книге рабочих и служащих сельзаводов 1943 и 1944 годы. Вдова Сымытова Иннокентия Алексеевича, Сымытова Варвара Петровна, вышла замуж за Алексея Николаевича Яковлева, Сюрик Джаковлев, а дочь Сымытова Иннокентия Алексеевича, Евдокия, умерла в 2002 году, захоронена в Кемпиньяе. Это архивный документ его жены, Сымытовой Варвары Петровны. Вывод. Используя архивные документы и сайт «Память народа», я нашла боевой путь красноармейца Сымытова Иннокентия Алексеевича. Нашла историю его семьи и из Национального архива Республики Саха-Якутия. Это мой вклад в историю изучения Великой Отечественной войны. Вечная память героев войны. Спасибо за внимание.